Изучение досье полиции Синьцзяна раскрывает одну из самых странных коллекций преступлений, за которые когда-либо были задержаны уйгуры. В прошлом году Фонд памяти жертв коммунизма опубликовал отчет под названием «Досье полиции Синьцзяна», основанный на внутренних документах, просочившихся из китайской полицейской сети. Один из свидетелей рассказывает: «В течение года в процессе поиска информации о моих друзьях и родственниках в этом отчете я обратил внимание на один момент – странность причин ареста. Человечество было свидетелем многих злодеяний, неравенства как на бумаге, так и на практике, в политической и правовой сферах. Но никогда не было таких странных преступлений, как те, которые перечислены в досье», подчеркивается в отчете. 10 мая Международная ассоциация НПО Восточного Туркестана направила письмо в Министерство иностранных дел стран ЕС в связи со стратегической дискуссионной конференцией по отношению между Китаем и ЕС и текущим вопросом политики внешней безопасности. В письме говорилось, что Китай продолжает оказывать давление на оккупированные территории, в частности на Восточный Туркестан, Тибет и Монголию, для достижения своих глобальных экспансионистских целей, принимая ужасные меры, чтобы усилить свой экспансионизм в регионе. В 2016 году китайская администрация инициировала массовое задержание уйгуров и других тюркских народов в Восточном Туркестане. Китай также проводит политику репрессивного надзора в отношении уйгуров, которые были вынуждены покинуть регион и жить в разных странах. Китай проводит секретные операции через тайные полицейские участки в западных странах, чтобы оказать давление на уйгуров, тибетцев и китайских диссидентов в диаспоре. Он преследует уйгуров с помощью шпионских программ, угрожает их семьям, оставшимся на родине, и заставляет их действовать в качестве информаторов. Такое отношение описывается многими учеными как трансграничное давление. Сообщается, что Китай разрешил использовать российский порт Владивосток на побережье Тихого океана для внутренних перевозок. Как сообщает Синьцзин, согласно заявлению Главного таможенного управления, перевозки судов из северо-восточных штатов Силинь и Хэйлунцзян во внутренние пункты назначения будут осуществляться через порт Владивостока. Отправка Китаем судов в Южно-Китайское море вызвала напряженность после того, как Вьетнам объявил, что расширит деятельность по бурению нефтяных скважин возле контролируемого им рифа «Авангард».